Студенты и преподаватели Нерюнгринского медицинского колледжа отпраздновали Масленицу. Отмечать ее стало доброй традицией. Это позволяет не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и к творчеству и традициям народа. Какими же получаются блины у студентов, знает Тамара Игнатьева. Студенты-медики накрыли красивые, богатые столы на Масленицу. На них было много вкусных угощений, но главным символом были, конечно же, блины. Каких только блинов студенты не испекли. Были и цветные, с разными начинками, большие и маленькие, тонкие и не очень. Мы испекли блины яркими самоцветами и украсили наш стол ими. У нас необычные блины зеленого цвета. Они сделаны по классическому рецепту обычных блинов, но добавлен туда шпинат. Мы сегодня приготовили очень много вкусных разновидностей блинов с начинкой. В частности, вот данное блюдо – это у нас фаршированные блинчики с ветчиной, с сыром. Конкурсанты вложили столько старания в свои изделия, что членам жюри было сложно определить победителя. После поедания блинов ребята соревновались в исполнении частушек. Как на масляной неделе были все удивлены, популярнее, чем тефтели, стали русские блины. Во дворе колледжа традиционно прошли спортивные конкурсы, среди которых эстафета, перетягивание каната, бег на лыжах. Наша, конечно, первостепенная задача, чтобы дети были близки к нашей культуре, к нашей русской культуре, да? Чтобы они действительно погружались в это, и эту радость они доставляли всем окружающим. И это действительно получается на этом празднике. Проведенный праздник с народными обрядами, веселыми играми и праздничным угощением создал всем присутствующим только хорошее настроение. Масленица – это как наступление весны. То есть, если Масленица прошла успешно, значит, весна, так скажем, еще на шаг впереди к нам. Это наша традиция русского народа. И каждый человек должен эту традицию соблюдать. Мы готовились очень долго, всю ночь. Долго готовились, волновались. Сам хотел блины приготовить, но, к сожалению, у меня еще мастерства такого не хватает. Но праздник всегда у нас очень хороший, всегда очень дружный проходит и вкусный. Мероприятие, так бы сказать, сближает и сплочение становится группа. Кульминацией Масленицы стало сожжение чучела, которое олицетворяет богиню зимы и холода. Праздник у студенчества выдался веселым, сытным и запоминающимся. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри.